Ребята, муляжная рука и ковровый труп, который двигается с помощью моей руки. Погнали. Ой, вот контейнеров. Нет, контейнеров там нет. Понял, а там можно, да, подальше тебе что-нибудь выкинуть? Да, туда иди подальше. Тихо. Ребят, в ту сторону надо идти. Тут контейнер, не знаете? Ребят, есть мусорный контейнер, не знаете? Стой. Помоги, да, брат, багажник откроешь. Что? Подожди, да. Открой, да, пожалуйста, быстрее. Открой, да, быстрее. Мусор. Стой, да, брат, тормозь. 90% населения проще убить, чем поднять до уровня среднего европейца. Поэтому мировое правительство исходит из того, что 10% населения достаточно для того, чтобы обеспечивать проектную сущность вот этого традиционалистского клуба, который, как я уже сказал и повторю, является комитетом по встрече Антихриста. Остальные 90% выбрасываются во внецивилизационное пространство, внеисторическое, и подвергается голоду, экстерминации силовыми путями, эпидемиям и так далее. То есть мощным таким средством понижения численности населения. Вот. При этом никто не даст возможности использовать наработки, которые сейчас лежат в портфеле у тех, кто контролирует ресурс, до того, как не произойдет вот это революционное, с их точки зрения, преобразование, когда мировое правительство осуществит разделение человечества на 10%, которые будут, стало быть, его обслуживать, и 90%, которые будут выброшены за пределы истории пустые. Но на эту тему уже существует масса таких прописанных вещей, как в антиутопиях, так и, так сказать, серьезных таких программных футурологических разработках. Но на самом деле Фукуяма в своем одной из последних работ, которая называется, по-моему, «Великий прыжок», вот, он написал, что нечего делать с человечеством, вот вопрос в том, что как бы тупик. Но вот, допустим, биоинженерию, биотехнологии по поднятию его, так сказать, статуса силовым биопутем, да, там, изменяя его генные коды, это, конечно, можно было бы, но не нужно и фантастично, поэтому надо прибегать к другим средствам. А каким другим? Некий ученый, по-моему, Харт, его называют, из Флориды, в Майамском университете, откровенно учит, и к нему стоят журналисты, к нему там стоят студенты толпой, что 90% населения должны быть уничтожены. Он это говорит открыто, и его никто не арестовывает за это. Вот. То есть на повестке дня вопрос о том, что человечество должно быть расколото, его большая часть должна быть слита.